Из более чем 700 тысяч кыргызстанцев, проживающих за рубежом, немногим более 14 тысяч смогут проголосовать на референдуме. Окончательные списки утвердили 25 ноября. К всенародному голосованию допускаются лишь те, кто сдал биометрические данные и состоит на консульском учете. Соответственное количество бланков уже отправлено в посольство и консульство за рубежом. 35 избирательных участков в следующее воскресенье откроются в 25 странах мира. В России у нас 6 избирательных участков. Вы знаете, это в городе Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Красноярск и Санкт-Петербург. В Германии у нас 3 избирательных участка. Это в городе Берлин, Бонн и Франкфурт на Майне. А в Казахстане у нас 2 избирательных участка. Это в Алмате и в Астане. В остальных государствах по одному избирательному участку. Потенциальные участники голосования должны проверить себя в списках лично. Сделать это можно в диппредставительствах. Чтобы избежать нарушений в день выборов, помещения для голосования будут организованы таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, оборудование и урны для голосования находились в поле зрения членов комиссий. Дается бюллетень, соответственно, человек голосует, закидывает в урну в присутствии участковой комиссии. Происходит обыкновенный подсчет голосов после окончания времени голосования. Составляются соответствующие акты. И сразу же это количество, так сказать, данные плебисцита сразу будут направляться в центр избирком. В данный момент ведется работа с правоохранительными органами государств пребывания наших избирателей по усилению мер безопасности 11 декабря. Екатерина Ступкина, Владимир Кулбалдиев, НТС.